Бунта в Молдове нет. Тысячи людей в защиту ГУЦУЛ не вышли. Это видно даже на кадрах, которые распространяет кремлевская пропаганда. В Гагаузии мы бунта не видим. Может быть, вы живете в Кишиневе и там наблюдаете такие события? Вас сейчас обвинят в том, что вы не хотите видеть протесты, которые были и в Кишиневе, Елена Федоровна, и в Гагаузии. Они тоже были, эти протесты. Пусть меня обвиняют, это меня не беспокоит. Бунтов не было. Устроить протесты такое. Были Калканты all надо. А зачем рисовать такую картину? А давайте что такое бунт? Что бунт это прям совсем, это уже это прям весь поднимает уже, быть. Да, весь народ поднимает на вилы. То есть это не что-то искусственное? У нас, мне кажется, что в Камрате это была какая-то вялая имитация протестов. Так она везде вялая. А как можно прям от души кричать за 500 лей? Ну, хорошо, а давайте посмотрим. А почему же не выходит больше людей, Елена Федоровна? Ведь люди же, их же больше тех, которые получают деньги. Почему люди не выходят на протесты? Мы об этом говорили часто с вами, и вот вы знаете, какой вопрос возникает? Эти деньги, да, получали пенсионеры, и мы знаем, что пенсии не очень высокие в Молдове. Да. Эти деньги получают и представители педагогического сообщества, медицины и так далее, здравоохранения, у которых заработные платы составляют 10 тысяч и выше, 15-20. У нас здесь в студии была министр здравоохранения, она говорила, что это может быть и 30, и 40 тысяч. И вот и такие люди тоже получают по 2000, и потом, когда приходит время голосовать, они голосуют не за идеи и интересы государства, которое предоставляет им такую возможность получать сегодня 10, 20, 30, 40 тысяч леев заработной платы, а они будут голосовать за идеи, которые продвигает человек, который выплачивает им 2000, выплачивает сейчас, непонятно, что будет завтра, и непонятно, с какой целью. Цель, конечно, понятна тому, кто эти деньги выплачивает. Как это объяснить? Печальная картина, Лена. Да, это очень печальная картина. Видишь, мы начали с плохой мины с начала передачи, так что все идет, скажем, своим чередом. Значит, как это объяснить? А как это объяснить? Я прекрасно понимаю этих людей, которые рискуют иногда и берут там и 200, и 500. Я даже не понимаю, ой, 2500. Я даже не понимаю, что они делают. Ну, взял ты свои деньги. Пойди проголосуй за кого угодно, Господи. Зачем ты накидываешь этому человеку голоса?